И снова здравствуйте! С вами Километры путешествий. Как мы и обещали, покажем вам нашу поездку на реку Буатама. Сегодня мы едем на лодке Абакан 460 Jet с мотором Mercury 50. Повезут нас наши друзья на УАЗе Патриот. Привязались, упаковались, зацепились, все проверили. И поехали. Ехать нам 100 с небольшим километров. Это находится в Хангаласском Улусе. Проедем по городу, немножко посмотрим на ночной город, пока еще ночной. Выехали мы в 3:45 ночи. Вот сейчас 4 часа утра. Солнышко уже встало, красиво, все светится. Немного плохих дорог. Почти всю дорогу нас сопровождал туман. Скорее всего, в этом месте будут грибы. Дороги ремонтируют, Покровский тракт активно ремонтируют. Остановились на границе с Хангаласским Улусом. Такая стела классная. Ворона огромная. Видите, там туалет есть. Хангаласский Улус. В районе 18 муниципальных образований и 29 населенных пунктов. Дорогой наш гость, добро пожаловать. Дерево вот такое. Все в вязочках. Люди приезжают, завязывают. Варуна. Они обиделись на нас, что мы подъехали. Они мусорки растаскивали. Тут вот мусор лежит, они все это порастащили. Перегруз такой, как обычно в пути. Максоголохи приехали на заправку. Будем заливать бензин в бак. Ой, какая уютная заправочка. Туймада нефть. Цветочки. Все так ухожено. Прямо как в частном дворе. Красота. И какие корзины с цветами. Класс. Я поняла.
Возвращаться на Буатаму мы будем из поселка Булгунь-Ахтах, который находится в 100 с небольшим километров от Якутска. Нам нужно будет пересечь Лену, примерно 10-15 минут, и мы войдем в устье Ботума. Вот мы приехали в поселок Булгунь-Ахтах. С этого берега мы будем отправляться вон туда, где туман, на горную речку. А это у нас река Лена. И вот еще Лена идет. Лена, привет! Лодочная станция такая. Здесь, кстати, вот платная автостоянка под видеокамерами. Можно оставить машины платно. Можно оставить здесь бесплатно. Здесь будет очень много народу. Все будет заставлено. Поэтому, если вы хотите поберечь свою машину, лучше поставьте ее на платную стоянку. Готовимся к спуску судна. Накачиваем борта. Там у нас едет еще одна лодочка. Это едет наш старший сын с другом. У сына лодка GT480 с мотором Marine Rocket, если я правильно выразилась. Сделала бутербродики, а тут некоторые попрошайки бегают. Это не тебе. Почти закончено. Осталась только я. Сейчас дети спускают лодочку. Ну что, вы готовы? Ура! Ты с нами хочешь поехать? Поедешь с нами? Серьезно? Ну давай, залазь. Смотри. Он с нами ходит. Смотри, он с нами ходит. Сейчас мы пересекаем Лену. Остановились на кордоне на устье Ботума. Сейчас мы здесь будем брать разрешение. Дальше, да, 34? Да. Так, а тут сколько минут? Сколько стоил въезд, Антон? 36 тысяч с лодки. 600 рублей человек. 200 рублей. 200 рублей с человека и 6 тысяч с лодки. Чтобы капюшон не слетал.
Сейчас покажу, что Лена сделала. Немного потаскали лодку, сели на мель. Река Буатама, мы ее зовем Ботома, это правый приток Лены. Протекает она через национальный парк Ленские столбы по территории Якутии. И длина ее составляет 418 километров. Кстати, забыла сказать, что вблизи устья реки расположен питомник Усть-Буатама, где содержатся бизоны, привезенные из Канады. Практически на всем своем протяжении река прорезает толщи известняков и образует причудливые формы рельефа – буатамские столбы. Берега Буатамы покрыты лиственничным лесом с примесью сосны, ели, разнообразных лиственных деревьев. Вокруг много ягодных кустарников – красная, черная смородина, малина, голубика. На втором кордоне, где нам нужно было отметиться, нам встретилась собака, очень смешная, которая прыгала, бегала, плавала за блесной. Ее не интересовала никакая еда, ее интересовала только блесна. С горы стекает ручей, прямо леденющий. На протяжении всего пути по реке пейзажи постоянно меняются. То горы, то скалы, леса, поля, луга с цветами. Просто шикарная природа. Это стоит увидеть хотя бы один раз. Потом вы захотите сюда приехать еще. За рыбалку. Ну давай. Нет, повезло. Даже губы сухие. Заправился, Антон? Да. Молодец, сколько? Чем выше по реке мы поднимались, тем чаще нам встречались буатамские столбы.
плещется там какой. И такой, вау, молодец! Крутяк! Посмотрим. Здесь видно, как утка-мама отводит нас от стайки своих утят. Долго она летела перед нами. Все беспокоилась, что мы нарушим их покой. На одной из скал расположен домик одной из родовых общин, именуемый в народе Ласточкино гнездо. Антон пошел наверх поздороваться. А мы ждем младшего Антона. В общем, друзья, мы приехали на остров. Уже поставили палатки. 2. Третью не поставили, ребята ездили за дровами. У нас еще пока что бардак вот такой. Разбираемся, готовим кушать. Голодные все. Погода просто шикарная. Поймали уже рыбку. 3 леночка. Подготовили для жарки. И сейчас у нас будет салат, гречка. Вот так маленько нарезок. В общем, рыба клюет. Только успеваем вытаскивать. Снимать некогда. Окуняку сейчас отпустим. Вот он. Давай отцепляйся сам. Ты же за бубу сидишь. Нифига ты конь. Какой ты крутой. Что, берем? Смотри. Сколько ему? Грамм 600, наверное. Классно. Давай, плавай. Отцепишься, будешь жить. Не отцепишься, я тебя съем. Засолю. Время 11:30 вечера. В горах уже темно. Здесь я решила попробовать своего светящегося лягушонка, но на него никто не клюнул. Так поигрались. Хоть ночи в Якутии и белые, но в горах
ночью уже темно. Доброе утро, матрос. Вот проснулись эти паразиты. Уплывай. У нас идет дождик маленький. Вот это вот весь берег усеян молодой мятой. Аромат стоит просто. Название реки Якутская. В переводе на русский мятник луговой. Может быть, это и есть мята? Я, к сожалению, не знаю. Антон подкачивает лодку. Сейчас мы поедем, покидаем спиннинги, расплавляемся. Честно говоря, когда что-то ловится, не успеваю достать телефон, чтобы снять. Достаю только тогда, когда сама поймаю, и то какую-нибудь мелочевку, которая не вырывает спиннинг из рук. А сидеть просто так, ее ждать, когда кто-то поймает с камерой в руках, с телефоном, неинтересно. Мы уже позавтракали, и дождик накрапывает. Река богата рыбой. Здесь водится окунь, щука, ленок, хариус, ну и другие виды. Вверх по реке мимо нас проходило очень много лодок с туристами и рыбаками. Они все куда-то ехали, махали. Кстати, на Буатаме принято друг друга приветствовать с берега и с лодки. В общем, этот дождь то идет, то не идет, то солнце. Хорошо, что ребята взяли с собой шатер, и мы поставили стол туда. Вот естественный пилинг, рыбный маникюр, педикюр. Отпустили парня, сейчас он обуклится и скачет. О, давай, пошел. Молодец. По приезду домой прочитала про этот конский волос. Этот червь водится в идеально чистой воде и нисколечко не грозит ни человеку, ни животным. Зря я его боялась. Ну, неприятная такая гадость. Пойдешь домой? Пойдешь? У тебя мама, папа есть? Есть, да? Ждут тебя? Дорогу найдешь? Все, пойдем, я тебя отпущу. Я, говорит, к тебе хочу. Кто-то влюбляется. Слушай, а если он гипертоник у него там? Еще говорят,
Если на Ботами найдешь камушек с дырочкой, можно его взять себе. У меня таких камушков уже 2 есть, кажется. Буатама имеет спокойный и покладистый нрав, идеальный для семейного отдыха, неспешного сплава и азартной рыбалки. Словно узкая атласная лента она опоясывает северные территории, окутывая их атмосферой водной свежести и гармонии. В Буатаму впадает 60 горных речушек. Также здесь находится около 200 озер. В древности берега Буатамы были домом для первобытных кочевников, которые выживали только благодаря охоте на мамонтов. То есть здесь были мамонты. Кто-то тайменей маленьких ловит, выкидывает, а кто-то саранки пошел смотреть. По берегам реки можно встретить множество цветов с якутским мелодичным красивым названием сардаана. Даурская лилия по-русски будет. Когда мы ездили, мы встретили медведя, лося, лисички. На обратном пути, чем ближе к устью мы подходили,
нам встречалось очень много сплавщиков. Большими, огромными группами. Раньше такого не было. Это здорово, что сейчас туроператоры в Якутии могут организовать такие сплавы. Ведь это так увлекательно. Очень рекомендую, если у вас нет своей лодки, обязательно посетите сплав. В 2019 году мы с друзьями ездили на сплав на катамаранах с одной из турфирм в Якутске. Нам очень понравилось. Ну вот мы на устье Ботума. Входим в Лену. Буквально 10 минут, и мы на другом берегу. Наше маленькое путешествие на этом заканчивается, но мы с вами не прощаемся и говорим вам до новых встреч. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, давайте какие-то советы, разъяснения. Мы этому очень рады. Спасибо вам за внимание, спасибо за просмотр. Накрываем лодки и поедем в город. Ехать где-то там 100 с небольшим километров. Ну и традиционно напротив зоопарка Орта-Дайду мы заезжаем за шашлыками. Всегда к одной и той же женщине. Вкусно покушали. Вот что можно сказать о качестве. У этой бабушки всегда много народу, а там никого нет. Пусто. Может, они внутри, конечно. Но тут вот прям очередь стоит.